Если на карте мира отметить города и страны, где выступал этот казахстанский коллектив, то мы увидим десятки разноцветных огоньков. Россия, Афганистан, Южная Корея, вся Европа, Арабские Эмираты. Разные континенты, разные цвета радуги и разные концертные номера. За 15 лет неустанных трудов сложилась неповторимая палитра. Знакомьтесь, ансамбль народного танца «Шалкыма». Начало существования коллектива, здесь всего 6 девушек, мы начали с 6 девушек, как открылись в апреле месяце 2006 году, и в июле и уехали в зарубежное турне Германия, Австрия, Бельгия. Ну, это благодарственное письмо. Единственный коллектив в 2006 году были Казахстан делал в Республике Афганистане выставку от господина Уразбакова, благодарственное письмо, потому что ни один коллектив не поехал. Там нас охраняли французская ООНовская команда. И жили в гостинице, тоже под охраной. Конечно, там взрывы были, и стрельба была. Абдурасулу Есикееву есть что вспомнить. Это сейчас он руководитель известного ансамбля Государственной академической филармонии Акимата города Нур-Султан, кавалер ордена Курмет и деятель культуры. Коркот, Секен Сыздыхара. Вот это я. А начиналось все в 70-х годах прошлого века в Актюбинской области. Это было с детства у меня. Прямо любил, когда еще в Советском Союзе показывали, это раньше же часто показывали, балеты. Вот я с детства знал, заинтересовался, например, искусством Майя Михайловна Плесецкая. И потом знал все государственные коллективы. Культпросвет училище закончил, училище культуры закончил, народное отделение. Потом 10 лет работал государственный ансамбль «Танц Салтанат», потом Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова, факультет искусств и культуры. Там я закончил отделение хореографии, балетмейстерская работа. На словах целый период жизни пролетает за полминуты. На деле это десяток лет, сотни концертов, главной сцены страны, сотрудничество с ведущими хореографами Казахстана. Когда я еще танцевал последние годы в госансамбле в Салтанате, многие программы, репертуары по Казахстану, в многих республиках некоторые коллективы закрывались. Потом у меня были мысли, если я стану каким-нибудь руководителем коллектива, все равно я восстановлю все наследия казахского танца, чтобы не забыли. Мне пришлось почти 7 лет восстанавливать наследие казахского танца. Это Шары Жимкулова, это Абиров, это Тлюбаев, Райбаев, Байдаралин, Всеволодская, Галушкевич. Но искал в первую очередь первых исполнителей, потом искал, кто будет ставить. Кропотливой работе Абдурасула Есикеева мы обязаны жемчужинами казахской хореографии, которые сияют теперь в репертуаре ансамбля «Шалкыма». Восстановлены не только движения, костюмы и украшения шиты при участии тех, кто исполнял эти танцы на сцене впервые, а также этнографов и историков. Государственная академическая филармония столицы расположена в центре старого города, в здании памятники истории и культуры республиканского значения. После 2 месяцев карантина, связанного с пандемией коронавируса, в репетиционном зале наконец начинаются классы со строгим соблюдением санитарных норм. А ведь это то, без чего не проходит ни дня у артисток ансамбля «Шалкыма». Этот танец поставлен на күй сугыра. Называется он «Акку». Его поставил заслуженный артист Казахстана, известнейший балетмейстер Жанат Байдаралин в 70-х годах прошлого века. Сейчас этот танец – часть Золотого фонда страны. Как вы сами знаете, «Шалкыма» является хранителем Золотого фонда. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и серия. Өздеріңіз көріп тұрғандай.
Как видите, лебедь будто летел и медленно приземлился. И именно эти движения показывают нежность. В данном танце не так много танцовщиц. Здесь участвует 12 человек. Айсулу Мураткалиева уже 7 лет работает в ансамбле. За плечами и концерты, и гастроли, и участие в конкурсах. Сольный номер принес Айсулу первое место на международном фестивале творческой молодежи «Шабет». Но и сейчас, будучи опытной артисткой, девушка с улыбкой вспоминает судьбоносный день в Алматинском эстрадно-цирковом колледже имени Елебекова. На госэкзаменах у нас приходят руководители разных коллективов, и также был сам наш руководитель Абдурасул Исикеев. Он пришел на госэкзамене, сказал: ты, идете ко мне в ансамбль, мы вас там ждем. И я приехала сюда за мечтой, как столица, и тем более сам руководитель позвал. Репертуар ансамбля «Шалкыма» разнообразен, но наряду с исполнением композиций народов мира в первую очередь коллектив знакомит зрителя с традициями и обычаями казахского народа. У казашек в старину всегда были длинные волосы, в кончики кос вплетали украшения, и когда девушка шла, ее волосы издавали звон. Это означало, что идет молодая девушка. Десятки танцевальных номеров, сотни сложнейших костюмов, сочетающих не только платья, украшения, но и головные уборы, обувь. Согласно сегодняшней программе, готовим костюм для танца «Акку». Хорошо все прогладили. Перед выходом на сцену проверяем все пуговицы. Я работаю в филармонии с 2001 года. Скоро уже будет 20 лет. Когда девочки выходят на сцену и выглядят безупречно, то мы, конечно же, радуемся, потому что мы тоже вкладываем свой труд. Эта исключительно женская труппа уже вошла в историю современной казахстанской культуры благодаря галерее сценических портретов и характеров, то нежных и лирических, то драматичных, то озорных и кокетливых. За видимой легкостью стоит большая работа. Руководитель сначала выбирает среди выпускниц училища Национальной академии хореографии подходящих по внешним параметрам, а затем лепит из них профессионалов. Ведь репертуар коллектива – лучшие образцы жанра. Ну, программу я делал со всего региона. И костюмы, они сами мне подсказывали, как надо шить. Также из Якутска приглашали, из Белоруссии, Украина. Уйгурские танцы. Это у нас ставила Гульнара Саитова, заслуженная артистка Республики Казахстан. Лариса Ким корейский ставила. Она и сейчас является главным балетмейстером Корейского театра. Танцы народов мира – отдельная гордость ансамбля, причем многие из них аутентичны, их ставят приглашенные балетмейстеры. Как, например, получилось с заслуженной артисткой Башкортостана Эльвирой Даутовой. С этой республикой связаны теплые воспоминания. В 2009 году коллектив стал лауреатом международного фестиваля «Берзамлек Содружества» в Уфе. А теперь в копилке номеров есть зажигательный башкирский танец. Именно с ним солистка коллектива Арайлым Ашимханова год назад участвовала на международном фестивале-конкурсе сольного танца имени Махмуда Эсамбаева в Чечне и была отмечена дипломом. В казахских народных танцах есть такие движения – вращение рук. В башкирском танце они исполняют похожие движения, сопровождая их щелчком. Также взгляды во время танца имеют нечто общее. Этот танец называется блезок, поэтому мы во время танца делаем акцент на браслеты. Также здесь в наряде используют такие красивые серьги и длинные волосы. Теперь в планах Абдурасула Исикеева поставить таджикские и удмуртские танцы. Однако сегодня работа над новым репертуаром остановилась на этапе планирования. Столичная филармония проводит только онлайн-концерты. Наш зал уже 3-й месяц не видит, конечно, зрителей. В свою очередь, конечно, мы соскучились по своим зрителям, по своим артистам. Зрители уже нам звонят, интересуются, когда они смогут прийти, послушать своих любимых артистов, увидеть свои коллективы танцевальные. И, конечно, в свою очередь, мы тоже переживаем, и мы тоже хотим, чтобы скорее, чтобы все это прошло, и чтобы могли, конечно, мы встретить своих зрителей. Первоначально в глубокой древности танец выполнял магическую роль. И, пожалуй, эти отголоски сохранились в народной хореографии. Иначе откуда такая притягательная сила в этом искусстве, которая, несмотря на старинное наполнение, продолжает жить и развиваться?